В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте! Вторая неделя Нового года была не столь богата на события. В праздники практически не работали государственные учреждения, многие разъехались в отпуска вместе с детьми, у которых пока еще продолжаются каникулы. Тем не менее, мы хотели бы отметить некоторые достаточно важные события, которые имели место на этой неделе. 9 января стало известно о присвоении Иналу Ардзенба, классного чина действительного советника Российской Федерации 3-го класса. Инал Ардзенба занимает пост начальника Департамента управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса – классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин присваивается пожизненно и соответствует воинскому званию генерала-майора. С радостью воспринял новость о присвоении указом президента России очередного классового чина нашему земляку и другу Иналу Ардзенбу. Благодаря своему таланту руководителя и беззаветной преданности делу Инал в весьма молодом возрасте достиг невиданных вершин. Я думаю, что Инал является самым молодым руководителем Департамента администрации президента России вообще в истории России. Вы знаете, он своим профессионализмом и своей ответственностью подает пример не только молодому поколению России, но и Абхазии в том числе. Здесь важно также отметить тот факт, что этот чин присваивается одним из мировых лидеров, Владимиром Путиным лично. И это говорит о том, что Инал своей эффективной работой заслужил высокий уровень доверия и уважения как со стороны лично Владимира Путина, так и со стороны своих коллег. Не могу также не отметить личную роль Инала Ардзенба в повсеместной помощи благотворительному движению «Послы доброй воли Абхазии». Он намерен и впредь всячески поддерживать наше движение. Хотел бы пожелать ему удачи и новых достижений в его ответственной работе. 10 января Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии объявило открытый конкурс на лучший проект памятника Фазилю Искандеру в Сухуми, на лучший проект памятника для установки на могилу героя Абхазии Мушнихварские в селе Лыхны Гудаутского района. Также министерство объявило повторно открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника защитникам Отечества, павшим в бою 14 августа 1992 года в столице на Красном мосту, на лучший эскизный проект памятника Иукогония и на лучший эскизный проект мемориала погибшим защитникам Отечества выходцев из села Ишера Сухумского района. Затем ведомство представит на рассмотрение Государственной комиссии по монументальному искусству итоги проведенного конкурса. Премию выплатят в месячный срок после принятия решения о проекте-призере. Заседание Государственной комиссии по монументальному искусству для определения лучшего конкурсного проекта состоится в течение 15 рабочих дней со дня завершения приема заявок на участие в конкурсе. В нем могут участвовать как отдельные граждане, так и творческие коллективы. За лучший проект памятника установлена одна премия в размере 200 тысяч рублей. Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы проектов было много. Сложно, когда один или два проекта, и мы очень настаиваем на том, чтобы художники, скульпторы, архитекторы участвовали в этом конкурсе. Информация доступна, она открыта, она есть у нас на сайте, везде в СМИ она размещена. Время позволяет подойти и разработать интересный проект. Инар Гицба назначен директором Государственного инвестиционного агентства Республики Абхазия. Приказ об этом за подписью министра экономики Адгура Ардзенба был опубликован на официальном сайте ведомства 11 января. Инар Гицба занимает должность посла по особым поручениям МИД Абхазии. Ранее Гицба был полномочным представителем Абхазии в Турции. Кроме того, был избран исполнительным секретарем Ассоциации Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Металлоискатели, сигнализации, рентгены. Все эти технические ухищрения меркнут перед идеальным природным сканером – собачьим носом. Наркотики, взрывчатка, оружие. Четвероногий помощник отыщет их с точностью до сантиметра. Причем у каждой породы свои преимущества. Одна найдет среди десятка чемоданов и сумок именно тот, где спрятаны запрещенные предметы. Другая отыщет нарушителя даже в самом густом лесу. Подразделения 7-й российской военной базы в Абхазии пополнили более 10 служебных караульных собак. Нисфа Аржба узнавала, как живут четвероногие новобранцы и кто среди них главная гроза нарушителей.
Это Ленокс, показывает на вольер кавказской овчарки командир отделения вожатых служебных собак сержант Григорий Колесниченко. Оказывается, передо мной одна из самых крутых овчарок, что служат на военной базе. Его именуют царем и объясняют, он здесь главный. Кавказская овчарка приехала щенком из российского города Дмитрово еще 4 года назад и уже с малого возраста демонстрировала весьма сложный характер. Но несмотря на это, пес – любимчик командира, да и всего отряда в целом. А вот в этом вольере живет ротвейлер Чапа. Ему уже 9 лет, и он тоже из Дмитрова. В Абхазию пес приехал вместе со среднеазиатской овчаркой. Пристальное внимание псу не по нраву. Оглядев нас, он зашел в будку и продолжил наблюдать уже оттуда. Чапу чаще всего ставят на КПП. Говорят, не только нос сверхчувствительный, есть еще и суперинтуиция, которая не подводила ни разу. Каждая собака, как человек, также все имеется, все по-разному. Кавказец самый большой вот этот. Ленокс. Я его и привез сюда, вез лично его. Но вы сами с ним и занимаетесь? Занимаемся, но он опасный своим характером. Очень огромный из-за этого, что свой характер показывает. До сих пор? До сих пор показывает. В остальных вольерах современного кинологического городка тоже овчарки, немецкие. Большую часть из них сюда доставили в конце декабря. Есть еще алабай и среднеазиатская овчарка Гуччи, большая любительница ласки. Немецкие овчарки, признается Григорий, лучше всего поддаются дрессировке. Первая дрессировка сначала, если собака молодая, приучает ее к поводку, к ошейнику. Вот. Потом переходят на общий курс дрессировки. Общий курс дрессировки заключается в команде сидеть, лежать, ко мне, апорт. Тяжело молодую собаку обучить каким-то, имеется в виду, командам. Вот это самое тяжелое. Когда уже собака уже более дрессированная становится, вот, тогда мы уже смотрим по всяким признакам, имеется в виду, куда ее отбирать, в какую сторону, имеется в виду, где больше занятий с ней сделать. Больше приспособлена к караульной службе именно, чтобы она должна была облаивать, кусать противника. Вот для вот этого и нужно. Вы их делаете злыми? Делаем злыми, обучаем для этого. Редко бывает, чтобы собаки специализировались в нескольких направлениях. Их натаскивают либо на поиск нарушителей, либо на запрещенные предметы. И каждая должна знать свое дело идеально. А если все же не получается, таких собак отсеивают. Кинологом Григорий стал по призванию. Любовь к животным, особенно собакам, проявилась у него в детстве, когда родители подарили первого щенка, немецкую овчарку. Долго тренировался с ней, даже ходил на курсы. И понял, он хочет заниматься дрессировкой собак профессионально. Главное – любить хвостатых питомцев. Без этого не стоит даже начинать. Неискренность четвероногие чуют за версту. Самую первую собаку у меня была немецкая овчарка. Ее звали Уника. Полное было у нее имя Стрелецкая Слобода Уника. От этой собаки у меня все и началось. Я уже влюбился потом в этих собак. Преданные они. Любят, всегда встречают тебя. Главное, что их надо любить. И все, в первую очередь. После возведения на территории базы современного кинологического городка у каждого четвероногого питомца появился свой инструктор. В состав комплекса зданий входит около 10 помещений, в том числе комнаты для купания, сушки, кухня, склады и комната для осмотра. Кстати, питаются псы согласно нормам довольствия. Им иногда варят кашу, дают морковь, свеклу, капусту. Сладкое под запретом, от него портятся зубы. Сухие корма здесь используют чаще, режим питания строгий, 2 раза в день и ни крошки больше. Для каждой собаки выделяется в сутки 600 грамм корма, то есть который делится на утреннее кормление 300 грамм и на вечернее кормление 300 грамм. То есть порция получается для собаки утром и вечером. Помимо сухого корма бывает, когда именно продукты получаем, это мясо, овощи, крупы и поваренную соль. Получается суточное кормление это 400 грамм мяса, 600 грамм крупы, 15 грамм жиров и 300 грамм овощей. Это тоже каждый день? Каждый день. Собак тренируют несколько месяцев. Они учатся слушать вожатых, точно исполнять команды, в любой момент затаиться или напасть. Способные усваивают курс в течение года. Тренировки проходят ежедневно, но с каждой отдельно. Инструкторы объясняют, чтобы собаки не отвлекались. Недавно приобретенные навыки четвероногие демонстрировали на отлично. И это при том, что выполнять команды питомцам пришлось в непривычной для себя обстановке, при большом количестве людей. Очень много российских журналистов было на
на этот раз на военной базе. К службе четвероногие новобранцы обычно приступают, когда им исполнится год. До этого возраста собака считается щенком. Ритм жизни у хвостатых охранников такой же, как и у всей части. Работа по 8-10 часов в день. Что касается пенсии, на нее отправляются собаки, которым больше 10 лет. Но и здесь, как у людей, все индивидуально. Если нормативы сданы и пес прекрасно себя чувствует, он может спокойно служить дальше. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В этом году исполнилось 25 лет со дня январского наступления. Вечер памяти, посвященный этому событию в истории Отечественной войны народа Абхазии, прошел в Музее боевой славы имени Ардзинба 12 января. Мероприятие было организовано волонтерским центром АПЕИПШ при Государственном комитете по молодежной политике. 5 января 1993 года отряды абхазской армии предприняли попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы Абхазии Сухума. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумисты. Ожесточенные бои шли до самого вечера, но абхазские бойцы были вынуждены отступить. В те суровые январские дни абхазская армия потеряла 37 бойцов, более 100 были ранены. Перед началом акции присутствующие почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии минутой молчания. На встрече было много воспоминаний ветеранов о своих однополчанах. Студенты читали стихи, на экране был показан видеоролик о военных событиях. В тот вечер и ветераны, и молодежь говорили о том, насколько важно проводить подобные мероприятия. Ведь именно живое общение молодежи и ветеранов прививает подрастающему поколению любовь к родине и дает возможность узнать больше о событиях, которым уже четверть века. 5 января 2018 года оказался неспокойным днем для республики. Общественность страны остро отреагировала на указ президента о помиловании и передаче грузинской стороне террориста Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом Абхазии к 20 годам лишения свободы за преступления, совершенные на территории республики. Подробнее о событиях начала января этого года в обзоре Ирины Аршба. Факт передачи грузинским властям 25 декабря 2017 года террориста Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия к 20 годам лишения свободы общего режима за преступления, совершенные на территории Абхазии, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. 3 января у здания парламента Республики Абхазия собралась общественность. Митингующие требовали подробной информации. В этот же день состоялось внеочередное заседание сессии парламента, на котором было принято решение создать комиссию по расследованию обстоятельств обмена Георгия Лукава. В комиссию вошли депутаты парламента Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхаз Джинджуля, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Стамур Логуа, председатель комиссии Рауль Лолуа. На заседание парламента поочередно были приглашены руководители МВД, СГБ, Верховного суда Абхазии, МИДа, генеральный прокурор. С депутатами встретился и вице-президент Виталий Габни. Также состоялась беседа депутатов с главой администрации президента Дауром Аршба. На третий день в работе внеочередного заседания сессии парламента принял участие президент Рауль Хаджимба. Президент разъяснил депутатам ситуацию и свою позицию в связи с передачей Грузии Георгия Лукава. Внеочередное заседание сессии парламента проходило более 7 часов. Все это время митингующие не расходились и ждали решения комиссии. Ближе к ночи волнение среди митингующих стало возрастать. Были попытки оказать давление на депутатов, но, к счастью, удалось избежать серьезных последствий. Заседание комиссии продолжалось до принятия выводов о законности передачи грузинской стороне гражданина Лукава. Решение парламентской комиссии 5 января в 6 часов вечера зачитал депутат Илья Гуния. Постановление Народного собрания парламента Республики Абхазия о заключении комиссии по расследованию факта помилования осужденного Лукава. Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет принять текст заключения комиссии по расследованию факта помилования осужденного Лукава. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Заключение парламента Народного собрания. Парламент Республики Абхазия по расследованию факта помилования осужденного Лукава. Первое. Созвать 5 января 2018 года внеочередную сессию Народного собрания парламента Республики Абхазия. Второе. Народному собранию парламента Республики Абхазия утвердить заключение комиссии. Народному собранию парламент Республики Абхазия в соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия о судебной власти представить президенту Республики Абхазия кандидатуру члена Конституционного суда
и сформировать полный состав Конституционного суда для реализации его полномочий. Четвертое. Передать в Конституционный суд материалы комиссии по изучению правомерности конституционного полномочия президента Республики Абхазия по осуществлению помилования. Комиссия в кратчайшие сроки представит в Народное собрание парламента Республики Абхазия изменения в законодательство, ограничивающее помилование в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления на территории Республики Абхазия. И шестое. Предложить президенту Республики Абхазия до рассмотрения вопроса Конституционным судом Республики Абхазия отстранить главу администрации президента Республики Абхазия от занимаемой должности. Принято практически единогласно. На следующий день пресс-служба главы государства распространила сообщение, согласно которому президент Рауль Хаджимба, ознакомившись с принятым Народным собранием постановлением о заключении комиссии по расследованию фактов помилования осужденного Георгия Лукава, подтвердил готовность рассмотреть предлагаемые депутатами кандидатуры на должность судьи Конституционного суда. Со своей стороны глава государства выразил намерение в кратчайшие сроки представить в Народное собрание предложение об избрании 5-го члена Конституционного суда, которого, кстати, должна предложить оппозиция, с тем, чтобы полный состав суда был сформирован и приступил к осуществлению своих функций. Президент страны также одобрил предложение депутатского корпуса, касающееся внесения соответствующих изменений в законодательство, предусматривающее ограничение права на помилование лиц, осужденных на совершение особо тяжких преступлений. При этом Рауль Хаджимба не принял рекомендацию по временному отстранению руководителя администрации президента Даура Аршба от занимаемой должности до рассмотрения Конституционным судом вопроса о конституционности указа главы государства. Между тем, за событиями в Абхазии с тревогой наблюдают из Южной Осетии. Президент республики Анатолий Бибилов обратился с письмом к народу Абхазии, в котором отметил, что решение руководства Абхазии по освобождению граждан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии, отбывавших пожизненные сроки заключения в Грузии, были приняты по просьбе руководства Южной Осетии. Как подчеркнул в своем письме Анатолий Бибилов, в Южной Осетии не могли предполагать, что удовлетворение данного прошения может привести к таким последствиям, приведшим к внутриполитическому обострению в Абхазии. Анатолий Бибилов выразил надежду, что помощь братскому осетинскому народу, проявившаяся в доброй политической воле президента Рауля Хаджимба, не станет причиной общественно-политической напряженности в Абхазии. Ирина Аршба для событий недели. 12 января Сухумскому троллейбусному парку исполнилось полвека. 50 лет назад, в январе 1968 года, было принято решение запустить этот вид транспорта для обслуживания городского населения. Изначально троллейбусный парк был оборудован в районе Универсама. Первые два маршрута связывали городской рынок и район Турбазы. Тогда ходили троллейбусы ЗИУ-5. В 1972 году было построено новое депо по улице Гуместинская, которое до сих пор функционирует. От лица столичной администрации сотрудникам троллейбусного управления были вручены почетные грамоты. Рената Шакая продолжит тему. Перед Отечественной войной народ Абхазии в столице числилось 48 троллейбусов. Обслуживали 4 маршрута: новый район Рынок, железнодорожный поселок Рынок, 12-я школа район Маяка, Тхубун, новый район Турбаза. Во время войны парку был нанесен значительный ущерб. После войны удалось собрать лишь несколько единиц транспорта. Все остальные были повреждены снарядами. Все линии по городу практически лежали на асфальте. Мы, находясь на линии фронта, пострадали немало. Здесь, когда падали снаряды, и наше здание, как бы административное, и депо немало пострадало, и троллейбусы, которые после войны даже восстановлению не подлежало, были такие даже и троллейбусы. Но все-таки силами наших работников, силами наших всех, мы смогли организовать выход троллейбусов в город. И за 50 лет очень много воды утекло. И поэтому разрешите поздравить вас и весь коллектив с 50-летием Сухумского троллейбусного ныне управления. Троллейбусы вновь вышли на городские улицы в апреле 1994 года. С тех пор движение не прерывалось. Первая восстановленная линия была новый район Рынок, затем до Киласура и Маяка. После войны трудно было, конечно. Все было оборвано, опоры валялись. Вот это
Вот, во главе нашего руководства тихо-тихо восстановили. Когда троллейбус пошел, и действительно люди были очень рады этому. В 1972 году и по сей день работаю на этой же машине. Обслуживаем троллейбусную линию по городу Сухуму. Приходится выезжать днем, ночью. Вот. Звонят, приезжаем ночью, мы круглосуточно дежурим, но приходится приезжать, выехать на линию, восстанавливать. Дождь, снег, мороз, для нас ничего не существует. Мы работаем всегда. Троллейбусный парк – дотационное предприятие. В 2010 году парк был обновлен. 25 единиц подвижного состава было приобретено в городе Энгельс Саратовской области. С марта 2012 года 9-километровый участок второго троллейбусного маршрута, эта линия от рынка до 12-й школы, не функционировала до августа 2017 года. Был произведен капитальный ремонт всей линии. Троллейбусы в этом направлении теперь ходят исправно. Являясь экологически чистым и наиболее дешевым видом транспорта, троллейбус по праву пользуется большой популярностью среди жителей и гостей нашей столицы. Особенно актуальным является деятельность троллейбусного управления в сложных социально-экономических условиях для наиболее социально незащищенных групп населения. Именно поэтому руководство города старается удерживать беспрецедентно низкий тариф на существующем уровне, максимально поддерживать жизнедеятельность вашего предприятия и уже второй год изыскивает возможность увеличивать субсидирование на обеспечение вашей деятельности. Хотя, безусловно, и этого недостаточно. Как вы знаете, в истекшем году при помощи руководства страны была восстановлена троллейбусная линия Маяк-Тхубун. Несмотря на беспрецедентно низкий тариф, аналогов которому нет ни в одной из стран постсоветского пространства, дефицит запчастей, материалов, комплектующих, низкую заработную плату, сложные дорожные условия, благодаря вашему сложному самоотверженному труду ежедневно на маршруты нашей столицы выходит до 10 троллейбусов, которые обслуживают жителей и гостей нашего города. Сегодня стоимость проезда на троллейбусе 5 рублей. Это самый дешевый вид городского транспорта. Да еще и комфортный и экологичный. Вот почему и пассажиров хватает. Очень полезный, нужный вид транспорта. Я пользуюсь при любой возможности, можно сказать. Меня это устраивает. И спасибо, очень водители, я скажу, доброжелательные. Никогда грубо не ответят. Спасибо им. И вообще троллейбусному парку. Для того, чтобы подготовить одного водителя, как минимум необходимо 6 месяцев. Это обучение механической и электрической частям, техники безопасности. 287 часов стажировки необходимо, чтобы кандидат на вождение троллейбусом поездил вместе с наставником, ознакомиться с маршрутом. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Представление для детей, посвященное празднику Рождества Христова, прошло на сцене Государственной филармонии 11 января. Сказка о добре и зле была показана детям в исполнении актеров Росдрама и воспитанников детской танцевальной студии «Империя танцев». Праздничное мероприятие было организовано Священной митрополией Абхазии. Более 500 ребятишек со всех районов Абхазии приехали в столицу на рождественскую постановку. Перед началом представления наместник монастыря апостола Симона Канонита иеродиакон Давид Сарсания поздравил всех присутствующих с Рождеством и рассказал о важности данного праздника. Затем детям показали спектакль, повествующий о борьбе добра и зла. Юные зрители с восторгом наблюдали за выступлением актеров, не скупились на аплодисменты и сами участвовали в представлении. Танцевали, рассказывали стихи и отмечали, что им очень понравился спектакль. Мне больше понравилось, когда ангелы танцевали. Представление было о добре и зле. Там рассказывается о Боге, добре и зле. Мне все понравилось. В ночь с 13 на 14 января в Абхазии отмечают Ажирнеха – День сотворения мира. В республике 14 января праздничный нерабочий день. Это языческий праздник. В этот день по обычаю режут коз и петухов. Данный ритуал жители связывают с жертвоприношением. Главная особенность этого праздника, почитаемого как в западной, так и во многих семьях Восточной Абхазии, в том, что в этот день всех выходцев одного рода собирают у родовой кузни. Вечером 13 января во многих абхазских
славянских семьях, где сохранены родовые кузни и наковальни Ажира, совершается специальный ритуал. В этот вечер режут петухов на каждого члена семьи, козленка, и открывают запечатанный глиняный кувшин с вином, закопанный у священного места, либо открывают новую бочку. Женщины готовят свечи на каждого члена семьи и пекут пироги с сыром, ачавь и сладости. Ачернехе совпадает с празднованием Нового года по старому стилю. Мы поздравляем вас с этим праздником, уважаемые телезрители. Пусть в вашем доме никогда не погаснет очаг. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго. Еще раз с наступающим Старым Новым годом. До встречи в эфире.